Шалом. Я хочу сегодня поговорить о такой теме, как исправление души тикун, анишамот. И я хочу это связать с мирами, то есть улам ацилут, брая, эцерасия. Мы знаем, что есть 4 мира для души, которые человек исправляется в зависимости от его положения, то есть насколько его душа нуждается в исправлении. И я специально затронул эту тему, поскольку она является очень важной для нас, потому что когда мы говорим, что человек, мы имеем в виду на самом деле некую оболочку, то есть Рабейну Аризаль Кадош, он говорит, что человек это не является телом, не ошибайся, что того, кого ты видишь, то есть это тело, это является сам человек. Ни в коем случае так нельзя думать, но потенциал человека, который в этом мире, то есть просто не другие неземные цивилизации, которые еще существуют, именно он является исправителем, то есть за счет него и мир исправляется. И когда я говорю, что есть 4 мира для души, есть миры, конечно, которые они выше, они уже не касаются напрямую человека. Что это за миры? Мы знаем, давайте вот для наглядности сделаем некую вот, я поставлю специально вот, скажем, это мир Ацилут, мир эманаций, он выше. Это улам абрия. Это улам яцира и улам асия. Как мы видим здесь, если человек пришел с этого мира, а здесь 600 тысяч душ, то здесь исправления не нужно. Потому что миры, которые они выше, в принципе, мира улама ацилут, то есть мира эманаций, там нет судов. Эти души являются сами по себе Торой. Что это означает? Когда человек один к одному, то есть сам по себе он Тора. Написано, что запиши на скрижалях сердца твоем. Что это означает на скрижалях сердца твоем? Когда у тебя в душе имеется в виду, что записано все 613 заповедей. Когда сам по себе являешься милосердным, тогда ты являешься в мире эманаций. Но человек не имеет права про себя свидетельствовать, только если у него есть какое-то определенное знание, он получил от кого-то. Это другое дело. И в этом поколении 600 тысяч всего. Когда мы говорим про мир Брия, то мы говорим про престол Всевышнего. Это тоже высокий мир, и там и меньше судов, и больше милосердия, но оно там присутствует. И Брия – это от слова бары, то есть здоровый. И когда я говорю здоровый, значит, сама по себе душа, она в потенциале, она здоровая, но она еще не полноценная, то есть у нее нет вечности. В мире Ацилут у нее есть вечность, а здесь еще она не дошла до этого. То есть все 613 органов, которые мы знаем, что есть и в душе, они в потенциале близки для того, чтобы дойти до вечности. То есть здесь уже имет. Мы знаем, что есть такое понимание на иврите, как таим. Таим – это клетки. Если разобрать эти буквы, то там есть слова как тамет, то есть клетка умирает, а также, если немного еще поиграться, имет. Имет – это то есть не умирает. Вот мир Ацилут, в принципе, эти люди, которые они удостоились, то есть их корень души удостоен для того, чтобы жить без суда. Потому что высший корень души, он не нуждается в исправлении. Олам абрия – это близкий мир, и он тоже здоровый мир. То есть душа является потенциально там здоровая. Но все же есть немного нуждается человек в исправлении. И олам яцира – это мир, где есть как бы зарисовка, то есть там есть очищенная материя, она не является материей, которую человек может воображать, потому что воображение, оно нам запрещено, но это имеется в виду, что есть некая форма, которая еще не получила материализацию, и это мир ангелов, потому что Рамак пишет, что у ангелов, да, есть материя, но она не является ни в коем случае подобие того, что человек может понять. То есть она не воображаемая. И это мир, который имеет зарисовку. А здесь улама асия. То
есть это уже мир, который он очень материальный, если душа пришла отсюда. И отсюда здесь надо постараться очень много, потому что судов тоже много. Но улам аяцира, как мы знаем, и улам асия, они, и в отличие от улама ацилют, как мы уже сказали, нет судов, здесь больше, то здесь уже присутствует наибольшее количество судов, и человеку стоит и требовательно к себе относиться более, так сказать, обезопасить себя. Это различные методики, например, чтение книги Зоар, Теилим, Шира Ширим. Особенно Шира Ширим это помогает сильно. И когда мы говорим, что Улам Абрия это здоровый мир, что имеется в виду? Моше Рабейну, пророк Моисей, он получил именно Тору с этого мира, Улам Абрия. То есть она в потенциале не нужна была здесь. И когда мы говорим, что Моше Рабейну ее получил отсюда, то можно было, в принципе, сказать, что вот здесь она, в принципе, помогает. То есть мы так это видим. А когда она помогает, то есть исправляет человека, который занимается Торой, хорошими поступками, значит, он доходит до Улама Брей, то есть Асия, Яцира Асия, то есть он доходит до этого мира, то есть исправляется до этого мира. И когда мы говорим, что Тора дана именно вот отсюда, значит, то есть ты становишься здоровым уже здесь. Если здесь ты не здоров, здесь ты как более, то есть ты тоже не здоров, но более начинаешь исправляться, тогда у тебя уже остается дойти до Улама Брия, стать здоровым. То есть когда мы говорим здоровым, это имеется в виду исправление души, ее органов, потому что она тоже имеет. И сюда дойти уже будешь идеальным. То есть это уже называется вечность, которая обещана нам Элеф Асиры. Когда мы говорим Элеф Асиры, есть Элеф Ашви, 7 тысячелетие, 8, 9, 10. Мы сейчас будем принимать Машиаха, тот, кто удостоится. И люди, которые находятся Улама Ацилют, они, в принципе, могут пройти. Почему? Потому что не нужно исправлять себя, нету погрешностей. А когда мы говорим Улам Асия Яцира Брия, то есть там нужна уже, это не реинкарнация, это переход в измерение для того, чтобы человек смог дополниться, в зависимости от тех заслуг, которые у него уже здесь есть, накоплены, и тогда он начнет. Соответственно, исправление, оно зависит тоже от того, что человеку нужно. Если человек более отдален от греха или еще от чего-то, то у него есть как бы больше заслуг. Но при этом, если человек уходит молодым, и он занимается духовностью, он исправленный на своем уровне, это не означает, что плохо. Он, наоборот, поднялся, чтобы полноценно комплектоваться. И мы видим, что здесь, то есть Тора дана была отсюда, Улама Брия. Здесь станешь здоровым, когда станешь настолько Торой. А Шма Исраэль, вот из всего пятикнижья, которое мы знаем, и всего того, что дал нам Моисей, пророк Моисей, Шма Исраэль является именно отсюда. Этот пасук Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Господь, Бог, Господь один. Почему так? Как мы уже сказали, что здесь есть единство Бога, то есть душа, она уже настолько близка к Богу, что у нее есть как бы особенная близость, то есть она настолько исправлена, что свет она получает наивысшие возможности, которые это позволяет душа человека. И то есть мы видим, эхад это имеется один, то есть кудша беруху Исраэль урайт ахад, то есть его свет, он настолько близок к душе. А когда человек говорит, что, например, вот можно так подумать или озадачиться этим вопросом, я бы даже подниму этот вопрос, если тут кто не понял, то есть моя душа, допустим, откуда-то вот отсюда, и что я могу сделать для того, чтобы правильно пойти, то есть поднять свой духовный тонус, вообще какой я реинкарнацией. Для начала реинкарнации уже не существует. Все, эта тема, она закрыта, потому что сейчас приходит только, я вам говорю сейчас повествование от самого Машиаха. То есть реинкарнация, она отсутствует уже в наше время.
Тот, кто рождается последние несколько лет, я не буду говорить точно, потому что здесь у меня уже знания нет, но у него нет реинкарнации. Это органические души. Для чего они нужны? Органические, слово органи. Свет моего сада. Или ор-яген, защитники света. Они будут делать то, что Всевышний им говорит, для того, чтобы поддерживать и защищать будущий мир. Когда я говорю будущее, это от тхиатамитим, от того времени, когда уже поднимутся удостоенные ушедшие люди. И мы видим, что здесь, здесь мы видим, что человек, когда озадачивается этим вопросом, что мне сделать, откуда я не знаю точно, не обязательно понимать себя, откуда ты. То есть, если человек улама ацилут, наверное, он ощущает. Я не знаю, как это ощущается. В любом случае, когда человек понимает, что все от Всевышнего, и он, то есть, его, то есть, мера за меру происходит от его добрых поступков, тогда человеку достаивается тоже сопровождение милосердию от Всевышнего. То есть, я сделал хорошее, и он мне возвращает хорошее. Это не для того, чтобы что-то получить взамен, а насколько я сопровождаю его свет, его заповедь, его закон. И если я сопровождаю, соответственно, суд, то есть нарушения или еще какие-то плохие дела, не считаюсь с обстоятельствами, не ищу, допустим, что, то есть, соответственно, человек, он тоже не идет с милосердием. Бывает, что заслуга какая-то, но на нее нельзя полагаться. То есть нельзя говорить, что у меня заслуга отцов, мой дедушка или мой дядя там был, или еще кто-то. Это неправильный подход и очень лживый подход, потому что сам по себе человек, он не является накопителем того, что он делает. Это очень важно понимать. И хесед – это тогда, когда человек сам по себе становится проводником. То есть ты проводник. Например, молих. Молих – это то же самое, что проводник. Когда человек занимается молихом дварашем, он, то есть, повествует, он проводит дело Всевышнего Создателя, тогда он является проводником милосердия. Но когда он это делает с каваной, то есть, когда он делает это с намерением, когда ты делаешь с намерением, тогда ты активируешь еще больше света спускается и помогает это. Это исправляет мир. В целом нам нужно исправить вот эти, как я уже говорил, вот эти 3 мира. И по большой части вот эти 2. Давайте их так отделим, для того, чтобы нам было удобно. Это, как мы понимаем, здесь, для того, чтобы было наглядно. И как мы понимаем, что Олама Яцира, созидательный мир, он еще как Ецер. То есть здесь мы понимаем, что есть некий Ецер. Это Ецер, это переводится как, для правильного контекста, это как соблазн. Это не является дословным переводом, но здесь все равно есть для человека соблазность. Улам Асия, он очень материальный, здесь очень тяжелое исправление, но все же человек, я думаю, что человеку стоит здесь понять, что для него есть нечто большее, как бы больше ответственности, потому что когда на человека возложено больше ответственности, то в результате может он оказаться очень близок к Всевышнему, потому что его исправление что-то было нечто тяжелым, ему было подниматься нелегко. И недавно я говорил в другом видео, это был короткий урок, что Раби Шимон, он осветил так язык Торы, то есть язык Зоара, что эта книга, она помогает подняться Олам Энсов. Мы знаем, что есть выше миры, чем эти, но мир Всевышнего, в принципе, для человеческого уровня, как мы уже сказали, он здесь тоже присутствует. И это помогает подключиться сюда. То есть, когда мы занимаемся книгой Зоар, даже без понимания, и там ошибок быть не может. Написано, то есть, даже когда ты ошибаешься, не понимаешь, чем занимаешься в книге Зоар, она сильно помогает. Почему? Потому что, когда ты подключаешься сюда, здесь нет суда. Ошибкой или без нее. Конечно, идеал, когда ты понимаешь, но суть не в том, чтобы сейчас относиться к себе идеально. Если был бы идеал, в принципе, ты бы уже был здесь, то есть нет смысла быть напрасно требовательным к себе.
И здесь, когда ты находишься с этой, то есть когда ты с этой книгой, ты находишься здесь. То есть твоя душа начинает сиять, получать этот цвет. Это та возможность у человека, который, если он является вот из 3 миров, особенно вот здесь, подключиться в этот мир, то есть книги Зоар. И есть, конечно, особенные в этой книге части, которые помогают человеку в сильном освещении для души. Это Идразута, Тикуним. Есть также Сифра Децниута, она очень способствует. И есть в Тикуним тоже есть какие-то способности. Берешит Таман, это 48-й тикун, он помогает для исправления Брита Кодыш. И когда, если у человека есть какие-то беспокойства, кстати, Рабин Нахман пишет, что бывает такое, что человек не исправил хатат неурим, то есть нарушение брит, когда он осквернил, он был в запретных половых связях, то бывает такое, что беспокойство человека мучает. И Берешит Таман очень сильно помогает. Если заниматься этим каждый день, Берешит Таман это тикун мемхет, то есть 48-й тикун, но мемхет это то же самое, что мох. То есть человек исправляет свой мох, потому что оттуда идет семя. Мы знаем, через сознание проходит семя. И оттуда исправляется. И, кстати, еще к дополнению, тому, что я хочу сказать, когда вы занимаетесь книгой Зоар, это помогает подключиться к ацилут, как мы уже сказали, мир эманаций, но также шаббат. Он сам по себе, если человек занимается, если он соблюдает эту заповедь, мы сейчас говорим только когда еврей, то есть занимается этим, потому что этот день, он посвящен именно союзу как бы между еврейским народом и Всевышним, то он соблюдает все три трапезы, и при этом он радуется, но в зависимости от его, соответственно, восприятия к этому миру, он соблюдает эти 3 трапезы, тоже имеет связь с миром эманацией. То есть здесь мы видим, что есть некие заповеди, которые они способствуют человеку помочь для того, чтобы быть не в суде. То есть здесь ты уже автоматически как бы попадаешь в такое состояние, где твоя душа нуждается в неком исправлении, что-то требует от тебя. Есть такое в Кабале, когда наран. То есть наран это как нефеш, руах и нешама. У души есть составные части. Мы знаем, что самая низкая это нефеш. Она находится в печени, но это кровь по сути. И она тоже делится на 5 частей. И руах то же самое. И нешама также. И когда мы говорим, что человек работает над своими качествами, это сопутствует ему его исправлению. То есть это гнев, это гордыня и еще некие качества, например, ненависть к плохим качествам, но это не означает, что я должен, например, вот если увидел человека, который разгневался, его тоже ненавидеть. Ни в коем случае так мы не поступаем. Мы говорим, что здесь есть, надо иметь различия к его поступку и самому человеку, потому что Хавив Адам Шеневраби Целем, любезен человек, который был создан перед Всевышним по подобию написано, и надо уметь различать здесь его поступок от него самого. Потому что каждый человек, как мы уже сказали, должен исправляться. И если был бы идеал, то что в этом мире, по сути, человеку делать, кроме того, чтобы прийти и помочь кому-то, удостоить кого-то? Да, он уже исправлен. И надо понимать, что когда мы помогаем исправить кого-то, мы должны, конечно, начать с самих, как бы хотели к нам отнестись. Исправляя себя, ты исправляешь другого. Это некая закономерность, которую человек может в этом мире, мидаки нагидн, то есть мера за меру. Здесь у нас есть такое повествование, как если человек альтасе машсану алеха альтасе лхар, то, что ненавистно тебе, не делай своему близкому. А если он ко мне, например, плохо относился, то зачем я должен, например, понимать его или воспринимать его хорошим? То есть тогда тебе надо уметь различать. То есть, допустим, давайте так возьмем здесь еще 2. Человек и его характер. Он может, например, давайте вот так. Вот его, например, человек, и он со своей ошибкой, допустим, находится здесь, он минусуется, но при этом, когда человек, он исправляется, он мизакех. Цель человека, как сказал Ария Кадош, это исправить
Сейчас я исправлю. Здесь тоже немного, простите. И, как сказал Ария Кадош, цель человека – это исправить. И когда мы говорим, что у человека есть такая возможность, значит, он пришел для очищения своей души, то есть своих органов душевных. Но по большой части одна из самых опасных нарушений, которое может быть, это у человека гнев, потому что человек как сосуд, он разбивается. И когда мы понимаем, что человек разбивается, он как сосуд, его заповеди и все, что в нем содержится, это приводит к проблемам. Поэтому человек должен понимать, что его связь в этом мире, она должна быть на таких частотах, как гармония. Гармония и любовь к этому миру. Когда мы понимаем, мы любим людей, хотим помочь среде, тогда мы, конечно же, тоже уделяем уважение к Творцу. Невозможно через религию, если мы не видим людей, округу свою, то приблизиться к его свету. Так не работает. Поэтому просто очищаем и становимся хорошими проводниками. Я думаю, что здесь и так понятно, то есть не обязательно открывать какие-то источники и понимать. Ну, так сказал Ария Кадош, Раби Хаим Виталь, его ученик, его уста. Ну вот, в принципе, это является, наверное, основой для человеческой души. Это, в принципе, тот замысел для исправления, которое дали нам сверху. И если человек не знал этого, то здесь у него дорога открытая. То есть летакен альминат лезакот. Есть еще такое понятие, как исправиться, и для того, чтобы помочь другим исправить. Если, например, человек видит среду, встает и ищет тех, которые они могут приблизиться, есть сердце, которое можно открыть и приподнять, тогда человек делает следующее. То есть, давайте скажем, такой человек, и вот, допустим, коллектив, и он как стрелочник, в принципе, наводит искры по мирам, вот эти миры, допустим, и он, в принципе, поднимает все искры. Берур ницацот. То есть он делает как апдейт, можно сказать, обновление для души. Тогда у него мера заслуг, она другая совсем. Это уже человек, который праведный. И здесь можно праведник, это как праведник, проводник, те же слова, в принципе, укореняются в те же буквы. И здесь у него заслуга, конечно же, очень высокая. Она имеет особые... Это люди, которые ведут за собой. Вне зависимости от сферы действия, которой человек занимается. То есть не обязательно затрагивать все. Допустим, писать святые источники. Не только в этом смысл. И не только материальные. То есть человек, несмотря на то, что он дает, он ищет хорошие поступки. Когда человек действует, значит, у него прорабатывается корень души. То есть он помогает другому человеку. И это особая мера. Здесь я поставил специально такую молитву, чтобы смогли увидеть. Это один из моих раввинов, моих учителей. И он делится такой молитвой, которая здесь есть. Можете, вот, кстати, если кто на иврите читает, тоже заснять себе. Это молитва способствующая. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать. Будьте благословенны.